Всем привет, дорогие друзья! Наконец я с вами. Это новый выпуск спустя почти месяц отсутствия новых видео на канале. Я нахожусь до сих пор на удаленной работе с дома. Соответственно, сегодняшний выпуск будет посвящен компьютерной технике, а именно замене термопасты на процессоре. К слову, данный компьютер, а именно системный блок, я купил и собрал в 2014 году, ровно в апреле. То есть прошло 6 лет. И я ни разу не менял термопасту на этом процессоре, и 6 лет до сих пор работает компьютер без единых проблем. Сильных таких температурных режимов нету на вовремя максимальной загруженности процессора, но тем не менее давайте протестируем сейчас все это в графиках и так далее. Увидите, сколько до и после составляет температура, температурная разница и вообще эффект от замены термопасты спустя 6 лет. Ну что, друзья, давайте приступим. Вот отвертки я взял. Первым делом мы все разбираем компьютера, все мышку, клавиатуры, мониторы. Все, в общем, отсоединяем, оставляем только системный блок. Что, поехали. Что нам понадобится? Это отвертки, чтобы снять этот большой кулер с процессора, и еще спиртовые салфетки медицинские, 70% спирта, ватные диски для того, чтобы оттереть старую термопасту с процессора и кулера. Ну и, соответственно, сама термопаста фирмы Noctua NT-H1. Он остался вот от самого кулера. Noctua 6 лет назад как купил, так и лежит, и термопаста в принципе не засохла, она рабочая. Это очень круто. Так, первым делом начинаем отсоединять кулеры от питания. Смотрите, какой грязный кулер, а, за 6 лет. Это еще я называю чисто. Ожидал еще хуже. Да, этот кулер, смотрите, намного грязнее, чем предыдущий. Жесть. Друзья, кулеры мы сняли. Теперь давайте сам радиатор. Да, радиатор, я замечал, он вообще весь в пыли, просто по максимальному. Придется, видимо, радиатор продувать. Попробуем феном, да, продуть. Вот так вот. Ужас, сколько грязи. Сейчас я вам покажу радиатор. Вот сколько пыли, просто жесть. Мне кажется, его продуть надо. Я пойду, короче, с балкона продую, ребят. Вот что значит термопасту надо менять раз в 3 года или 2 года хотя бы. Ну, каждый год, конечно, менять смысла нету. Но раз в 2 года точно надо, или в 3. Начинаем чистить. Вот вся наша термопаста.
точнее все, что от нее осталось. Берем спиртовую салфетку медицинскую, открываем и начинаем обязательно обезжиривать сам процессор. Финишно берете и еще раз протираете чистым ватным диском. Все. То же самое делаем с нашим процессором. Точнее, не с процессором, а с радиатором. У меня уже слова как бы путаются уже в голове. Подустал, сегодня столько дел было. В общем, смотрите, чистим так. Затем также обезжириваю спиртом. Видите, как блестит? А вон я. Ну все, я сейчас пойду радиатор продувать. Видите, сколько пыли-то за 6 лет накопилось. Все это продувать буду. На балкончик выйду и феном как следует продую. Ну что, ребята, вот наш радиатор пыльный, а это фен Bosch. Ну что ж, начинаем чистить. Открываем наши окна, или точнее окно, и начинаем наш шоу. Поехали. Видно, нет сколько пыли, вообще жесть много. Autonomy is an illusion. Да, много пыли вылетело. Не знаю, видно было вам, нет? Поверьте, пыли там просто жесть. Ну вот и все. Чисто. Четко, ребят. Чистый радиатор. Просто. Берем такую любую карту дисконтную, пластиковую. Обязательно должна быть пластиковая. А для чего это нужно? Для того, чтобы равномерно термопасту распределить по всей поверхности процессора. Только благодаря пластиковой карте возможно это сделать. Без этого всяким пальцем вот так размазывать ничего не надо. И здесь самый главный момент, я вам хочу сказать, это то, что нужно термопасту очень тонким слоем намазывать. Не надо там очень много прям сыпать. Небольшая маленькая капля и все. И все, начинаем размазывать. Знаете, друзья, еще мешает тут у нас этому делу оперативная память. Давайте вообще снимем их. К слову, кстати, у меня оперативные памяти установлены 4 штуки, каждый по 8 гигабайт, то есть у меня в итоге 32 гигабайта оперативной памяти. Оперативные памяти у меня фирмы Wingens, Corsair, очень жесткие у них, смотрите, радиаторы очень большие, то есть их можно разгонять. В принципе, у меня они уже и так HyperX Fury оперативная память вместе с Корсарами, то есть 2 планки у меня Корсары Wingens и 2 планки именно вот Fury.
по краям, видите, вот осталось. Но я их не смогу распределить, потому что тут эти железки мешают с двух сторон. Я не могу. Карта задевает. Поэтому, мне кажется, в таком ключе, в принципе, пойдет. Ну, давайте еще раз попробуем. О, четко. Мне кажется, четко сейчас. Ну все. Вот лишняя термопаста на карте столько осталось. И вот сама термопаста на процессоре размазана очень равномерно, четко, так и должно быть. Но мне не нравится, знаете, вот с краю осталось немного, и вот с этой стороны. Ну, больше всего с этой стороны я не смог пробраться. Ну, ничего страшного, процессор, он, в принципе, больше радиатор с процессором будет цепляться в середину. Ничего страшного такого. Нормально. Еще когда крепить будем, они как бы коннект будет более четкий. И самое главное, здесь по бокам надо будет радиатор где крепление процессора почистить. Видите, сколько тут термопаст попало. Самое главное, когда будете это делать, не заденьте случайно процессор. I get lost inside my thoughts, and when I start to think, oh, the whole closest starts to end up on the brink. Все, закрепил, на этом все. Очень круто, видите. Где-то еще будет 6 лет так работать, будем надеяться. Знаете, друзья, я вот кулер, говорю, радиатор поставил, а самое главное, что я свои-то оперативки забыл ставить. Ладно, вдогонку сейчас вставим. Ничего страшного. Реально, оперативки это как картриджи на Денди и Sega. Самое главное, не забываем подключить обратно все, что мы сняли. Видеокарта, кстати, у меня вообще здоровая, такая большая, да? Так, я кулеры должен еще почистить влажной салфеткой. А теперь подключаем наши кулеры после чистки. Этот кулер, заметили, выше поставил, чем этот, потому что, как помните, здесь оперативки находятся, 4 планки, и они высокие, и, соответственно, вентилятор вниз не уходит. Поэтому чутка будет повыше стоять, но ничего страшного. Так, ну все врубили, все подключили. Самое главное сейчас все проверить, ничего не забыли, все подключили. Все, ребята, давайте попробуем запустить систему. Все работает, все четко, ребят. Все закончилось, собираю компьютер, ставлю все.
Ну что, друзья, вот и мы с вами все сделали очень быстро, термопасту сменили, сделали тесты и увидели, что у нас есть разница. Действительно, за 6 лет термопаста накрылась, и это повлияло, в принципе, на температуру на целых 10 градусов во время пика. Мы с вами протестировали, нагрузили процессор на 100%, все 4 ядра, виртуальные также 4, в итоге 8 потоков, и самый горячий камень показал у нас 58 градусов после. До того, как термопасту поменять, у нас, помните, показатель был 68 температура градусов, да? Соответственно, на 10 градусов разница. И что, стоит 10 градусов? Конечно, стоит. Очень стоит. Вы сохраните себе процессор. А при простое мы, конечно, ничего не выиграли. Там всего 1 градус. 34 до и после 35. Соответственно, при максимальном нагружении это очень сильно влияет. Если вы монтируете видео, делаете большие там какие-то очень глобальные вещи, которые нагружают ваш процессор, то стоит вам термопасту по-любому поменять. Так что спасибо вам большое за то, что вы остаетесь со мной. И я очень надеюсь, что мой выпуск вам понравился и, самое главное, пригодился. Ну все, не болейте, до скорой встречи.